Я хотел бы сейчас, вот предоставленное мне время, рассказать о первоначальных этапах этногенеза якутского народа. Ну, понятно, что этногенез любого народа имеет несколько этапов, много этапов, зависит от конкретных исторических условий и географических, климатических в том числе тоже. Итак, вот скажем следующее. Вот все народы, наверное, все, и многие люди хотели бы как можно точнее, полнее знать о происхождении своего народа. Но, к сожалению, это удается не всегда и не всем, чаще всего более или менее полно об этом знают и могут сказать те счастливчики, у кого, чьи предки рано овладели письменностью и подробно отражали в письме события этнические, вообще все исторические события, которые происходили в тот или иной период. Но даже этот, казалось бы, очень ценный источник имеет свои недостатки, свои пробелы, свои разночтения. Поэтому обыкновенно этногенез пытаются, изучают в комплексе со всеми другими науками. С языком, в первую очередь, с географией, которую я уже упоминал, палеогенетика, последнее десятилетие присоединилась активнейший участник этих исследований и прочее, прочее, прочее. В общем, все то, что надо для того, чтобы раскрыть страницы этногенеза, которые до то ли были неизвестны. Я здесь для примера хотел бы привести, многие народы занимались и занимаются этой научной проблемой. Я хотел бы привести историю русского народа. Как они занимаются этим этногенезом. Скоро 300 лет будет, как организованные, специально созданные археологические экспедиции стали работать над древней историей русского народа. Почти беспрерывно эти раскопки продолжались и продолжаются в настоящее время. За это время очень много сделано, очень много страниц раскрыто. Я вам напомню только, например, берестяные свитки, берестяные грамоты. Бесценный исторический источник, который не был известен в истории, и никто не предположит. Но во время раскопок нашли и с помощью этой письменности открыли очень много нужного, полезного для истории и особенно для этногенеза народа. И эти раскопки идут, продолжаются и в Новгороде, и в Суздале, и в Ростове, и в Москве. И кто-то, может быть, встречался с тем, что очень долго какие-то улицы там перекрывают. Хотя в мегагороде это очень-очень чревато. Тем не менее, закрывают улицы на несколько месяцев для того, чтобы дать возможность археологам провести раскопки и расшифровать, пусть не полностью, но какие-то страницы древней истории. Я это говорю для того, чтобы сказать, чтобы все учились вот так любить свой народ и уважать его историю. Великая Отечественная война шла. Она только-только закончилась. Раскопки продолжились. Сколько разрушений было? Находили деньги, финансирование для того, чтобы проводить эти исследования. Вот. Ну и, естественно, переходя к истории и к этногенезу якутского народа, я скажу, что тоже не исключение. Этногенез восстанавливается главным образом, в основном,
археологического источника. Хотя, конечно же, фольклор привлекается, а там, где возможно, и письмо, потому что находят на берегах Лены, вот поскольку несколько раз уважаемый Александр Николаевич Кипкин говорил насчет Ангаласского улуса, я скажу, что территории особенных Ангаласского улуса находят письма, рунические письма, которые были нанесены нашими предками. Те еще давние годы. А я напомню, что, например, когда-то существовало, в общем-то, критерий, что все должно идти по марксистско-ленинской идеологии, и наука так должна развиваться. В том числе, когда дело касалось государства, там было предложено несколько критериев, когда мы можем говорить о государстве. Они не совсем плохие критерии, эти мысли в целом. Ну, во-первых, обязательно должна была быть письменность, обязательно должен был аппарат насилия существовать в виде полиции, армии, для того, чтобы управлять народом. Но со временем вот Кавказские республики, Среднеазиатские республики стали говорить о том, что не все это подходит, что это не такой вот шаблон эфемерно действующий у всех и вся, что, наверное, надо внести какие-то коррективы в наши понятия происхождения государства, в его критерии. Потому что те государства, которые создавали намады, кочевники, скотоводы, они отличались вот от этих критериев. И вплотную взялись за изучение скотоводческих государств, и тогда появился термин кочевые империи. Они были в какой-то части даже немного эфемерные, эти государства. Они очень быстро создавались при необходимости и как-то рассеивались и быстро как бы исчезали с исторической арены, хотя они продолжали существовать. А если смотреть критерии, то не было письменности, не было насильственного аппарата, но империя-то существовала. И другие письменные народы отразили это в своих письменах, в своих летописях, о том, что вот по соседству или в стальки-то лье хода от Пекина существует такое-то государство. Оно очень сильное, это государство, и прочее, прочее. То есть другие люди, считайте, другие государства, другие народы, другие государства, считайте, признавали существование такого государства. Предположим, государство, которое называется Хунну. И могучие китайские императоры не считали зазорным выдавать своих дочерей за принцев хунского государства. То есть они считали это себе равным. Кочевые империи. А эти империи, еще раз повторю, они не соответствовали критериям, которые были когда-то высказаны. Но и могут, я совершенно их не отметаю сейчас, они могут и работать и в более позднее время, и в новое, и в средневековье время работать они могут. И сейчас тоже могут работать. Так вот, археологические исследования вот в части выяснения этногенеза якутского народа, они проводились давно. Пионером здесь можно назвать, без всяких сомнений, Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Василий, книги, пожалуйста, дайте. Да, Гаврила Васильевича Ксенофонтова. А потом за это дело взялся Алексей Павлович Аклакин. Я здесь немного тоже хочу экскурс небольшой сделать, но очень короткий. В 30-е годы общественность стала ставить вопрос. Вот у нас разрушаются памятники. Тут были письменности на скалах Лены, они разрушились. А здесь вот были какие-то старые поселения
очень-очень древние, они вот разрушились тоже во время наводнения. У нас ничего не делается, история Якутии пропадает. А в это время как раз мистер Шмидт, работая в Красноярском крае, он опубликовал те наскальные изображения, письмена, которые были найдены. Естественно, здесь в первую очередь интеллигенция поднимает этот вопрос. И тогда правительство, Совет народных комиссаров Якутской автономной Советской Социалистической Республики обращается в Академию наук, вновь обращается в Академию наук СССР. Потому что первый раз, я напомню, это обращение было в 1925 году. Но эта экспедиция уже закончилась. Теперь вновь ставится вопрос совместно создать экспедицию по изучению древности. Идут навстречу. Академия наук подыскивает специалистов и руководителя экспедиции. Экспедиция эта была названа Ленской историко-археологической экспедицией. ЛИАЭ, сокращение. Вот нашли руководителя в Ленинграде, Институт истории материальной культуры, тогда он назывался имени Николая Яковлевича Мара, и вот руководителем он стал кандидат исторических наук, в будущем академик, известнейший археолог Алексей Павлович Акладин. В 1940 году он сюда переезжает в Якутск, здесь он начинает создавать костяк своей экспедиции, научный костяк. И основу его составили научные сотрудники Института языка и культуры при Совете народных комиссаров. Этот институт был в 1935 году создан Платоном Алексеевичем Аюнским. Они уже с 1940 года, я имею в виду экспедиции, они участвуют в экспедиции, начинают свою полевую деятельность. Работали до конца 1946 года. Есть центральную Якутию еще охватили и до Колымы. Очень-очень плодотворно работали. Множество стоянок каменного века открыли. Потом Алексей Павлович стал все это систематизировать и предложил первую периодизацию древней истории Якутии, где выделил и каменный век, и бронзовый век, и ранний железный век, и таким образом открыл дорогу будущему исследованию, научным исследованиям древности. И, конечно же, он обратился к интересующему многих и многих вопросу проблемы этногенеза. Естественно, там протворенный такой, считайте, 17 века путь или какие-то стереотипы даже я бы назвал, которые существовали 17-18 века. Якуты прибыли откуда-то с юга, язык у них похож на татарский. Они являются в то же время сибирским народом, но очень сильно отличаются от других сибирских народов. Например, у них есть скотоводство такое же, как у других сибирских народов. Но кроме этого, у них есть еще умение заниматься выплавкой железа, то есть металлургией. Сами железную руду находили и плавили в том количестве, которое им потребовалось. Не только кузнечество. Кузнечество у всех народов. А вот у якутов было еще и вот эта вот плавка железа. И потом они делали крицы, это пластины такие, большие пластины железа, и ими торговали. Уже кузнецы всех других народов, которые не могли сами плавку делать, вот эти крицы покупали и ковали. Ковать будут все, кузнечество было очень сильно развито. Второе, что сильно удивило, кроме всего прочего, это то, что у якутов существовало гончарство. Посуда вся у всех народов сделана из глины. Отмечали
русские землепроходцы в 17 веке. Тогда они же прошлись по многим районам, областям, регионам Сибири. Просто познавали, так сказать, сравнение с медведем. А не было тогда уже гончарства, существовало какой-то бой со звуками, да, потому что я слышу, эхо раздается все равно. Или кто-то говорит, повторяет. Потому что, например, гончарство, вот в этот период не было, скажем, у бурят, тувинцев, у якутов было, и поэтому это вот изумляло. И вот в XIX веке академические экспедиции, когда Академии наук России были, писали и выдвигали разные гипотезы, откуда и как могли появиться здесь, на крайнем севере. И очень-очень развернутую, хорошую концепцию, на мой взгляд, концепцию предложил Равлю Васильевич Сенок. Но у него было мало фактического материала. Он в основном основывался вот на графических данных, на фольклоре, но делал очень много. Теперь вот эту лакуну как бы заполняла Ленская историко-археологическая экспедиция под руководством Алексея Павловича Ахматова. Материалы были добыты, но вот, собственно, по ранней истории якутского народа было очень мало. Там по палеолиту, мезолиту, неолиту, бронзовому веку и так далее много. А по истории якутов и конкретно этногенезу очень мало. Мало. Тем не менее, Алексей Павлович предлагает некоторую хронологию событий. Он считает, что предки якутов появились на территории, современной территории проживания где-то в 15, может быть, даже в 16 веке. Эту дату он обосновывает генеалогическими устными, генеалогическими преданиями, которые существуют в якутской среде. Все якуты знали свое происхождение, свой род до 7-го колена, все. Кто, кого, сколько детей и прочее, вот это все очень четко знали. И они перечисляли до 7-го колена, а 7-е колено заканчивается 15 веком в изложении не Алексея Павловича, еще до него. Этим все занимались исследователи, которые интересовались историей Якутии. И вот это все стало во главу угла, стало фундаментом для исследования. Потом оно стало кочевать и дальше. Но тогда же стал вопрос, почему же предки, южные предки якутов мигрировали. Пускай с Прибайкалья, самое жаркое место Сибири. Есть стоит теплее, но Прибайкалье в сравнении с Якутией относительно теплый край, где можно было жить. Значит, пришли к мнению, что было какое-то насильственное действие, которое заставило их уйти с насыпанных мест. И этим был объявлен Чингис-хан. Также и местные историки, краеведы, все стали говорить. Также и кочуют из статьи, из книги в книгу. Вот это положение стало стереотипом. Но последние исследования показывают, в первую очередь, письменные тайские источники о том, что Чингис-хан относительно лесных народов Прибайкалья, малых народов Прибайкалья, он не принимал каких-то таких агрессивно-насильственных действий. Он их обложил высоком своеобразным данью. Монголы аккуратно и жестко эту дань
собирали, но никого оттуда не вынесли. Они, все этносы остались на своих местах. Относительно Якутии надо сказать следующее. Вот над археологами все последние десятилетия, лет 30, 40, а то и 50, где ни копнут, везде находят массу монгольских вещей. Ну, где это происходит? На территории, если глобально говорить, начиная с запада Китая и до Южного Кавказа. А если так обозначать, то это Монголия, Забайкалье, Прибайкалье, ближе и к Алтаю, хотя там картина совсем другая, Приобье, Прииртышье. На этой большой территории Западной Сибири, очень большие территории Приобье, Енисей и Иртыш, где ни копнут, там идут как будто стандартные монгольские комплексы. Конское седло монгольского, луки монгольского, наконечники стрел монгольского. То есть вот в 14, 13, 14 веках происходит как бы стандартизация вещевого комплекса у многих народов Сибири. Сибирь вот захватывает еще и часть Южного Урала. Уважаемый Анатолий Николаевич, такого нет. Анатолий Николаевич, Нет? Да? сколько вам нужно еще времени? Ладно, я тогда быстрым темпом буду идти, так сказать, за решением. Сколько минут вы мне дадите? Я сейчас выйду часы. Ну, мы предоставим вам на ваш выбор, да, для завершения. 5 минут, и я уложусь тогда. Да, пожалуйста. Итак, все-таки вот археологические исследования, этнографические исследования, исследования в языке, очень даже сильные исследования в языке происходили вот все эти последние десятилетия. И вот мы в комплексе всех этих наук, учитывая факты, сведения, собранные этими науками, можно констатировать следующее. В III, IV веках на территории Якутии, а именно на юге Якутии, в Лёхнинском районе, найдено поселение, которое очень хорошее, было в временах, очень с четкой стратиграфией поселения найдено. И оно показывает, что уже вот в III-IV веках начались инфильтрации или миграции южных скотоводов. На этом поселении найдены вещи, комплексы древнетюркские, тюркские. Плюс там же найдены кости быка. То есть это были скотоводы. Не просто тюрки, не просто переселенцы, а переселенцы тюрки, южные скотоводы, уже дошли до юга Якутии. Да, потом они там пока проживают, потом постепенно начинают расселяться, и у нас появляется культура, уже сложившаяся культура скотоводов, мамадов, кочевников. Ее открыл Анатолий Игнатьевич Гоголев и назвал полунатавской культурой. Датирует он ее, датировал концом XIII века и до XVI века. Но последние годы, десятилетия, годы назад, внесены вот в процессе работы над историей Якутии, которая сейчас находится в издании. Это было произведено. Анализы показали, что полунатавская культура существовала X-XI века. То есть уже 900, 1000 лет назад здесь сложилась якутская, древняя якутская культура скотоводства. А если вернуться к нашим вот первым проявлениям скотоводства, то, конечно, то, что нашли на Алюкне, совершенно не означает, что
скажем, в IV, там, V или VI веке нашей эры появились какие-то южные скотоводы, какие-то южные племена. Кто они были? Монголы, монголоязычные, тюркоязычные, пока неизвестно. Будем искать, еще найдут такие же поселения, деревни, где когда-то жили скотоводы, молодые археологи. Обязательно сделают это любимые, знающие свою специальность. Я уверен, что откроют они скоро время. Единственное, надо не мешать ей. Второе, надо поддерживать их финансово, хочу поддерживать, чтобы они эту работу успешно могли провести. А археология в последнее время стала занятием дорогостоящим, потому что это комплекс наук археологии. Собственно, вот проводит раскопки археолог, он находит артефакты, разные вещи, и седла, там, и наконечники, и ножи, и прочее, 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 прочее. То, что в повседневности люди пользуются, находят какую-то одежду, обувь и так далее. Но все это будет просто экспонатом, все это будет мертвым материалом, немым, не говорящим материалом, до той поры, пока над ним не поработают соответствующие специалисты. Пока не будет датировки, пока технологично не будет состав металла определен и так далее. И вот это вот анализы, все эти физические, химические, микробиологические, они очень дорого стоят и ложатся нагрузкой на археологические исследования. Собственно, раскопки это недорого. Доехали там, скажем, до Тактинского улуса и начинается раскопка. Да, там небольшая зарплата, и тогда в археологии не было большой зарплаты. Так что, в общем целом, собственная археологическая работа, они недорогие, а вот то, что заставляет говорить, то, что выдает информацию из археологических материалов, это стоит очень, очень дорого. Вот с учетом этого надо пожелать молодым археологам успехов, и они найдут не одну деревню, не одно поселение первых поселенцев. Вот теперь вот поселенцы, они расселяются и до Средней Лены доходят. Здесь множество найдено поселений скотоводов, которые теперь датируются XI-XVI веком. XI век. То есть мы можем теперь констатировать достаточной долей уверенности о том, что 900 или 1000 лет назад появляется новый поселение, где неизвестный этнос, который называет себя народом Саха. 900 лет назад. Чтобы не было ошибок, скажем. Но если хотите круглое, то 1000 лет назад. Если круглая дата больше нравится. Ну а более корректно, 900 лет назад народ со своей культурой, с особой культурой, которая отличается от других археологических, появляется на территории республики Саха. И вот этот период надо обязательно продолжать. Раскапывать, вот как ведутся многолетние раскопки в Суздале, в Ростове, в Новгороде, в Москве. Они должны вестись и здесь, мне представляется. Теперь, вот мы говорили о первых проникновениях, сложении татарской культуры. Так вот, во все эти времена волнами, большими, маленькими, южные скотоводы продолжали пребывать. И здесь вот эти все пришлые племена, они смешиваются с аборигенами. Часто задают вопрос. Да, ясно, что здесь были про юбагиры, про тунгусы. А с кем же смешивались вот пришлые скотоводы, южане, которые сюда мигрировали? Василий, дайте, пожалуйста, вот Мурманск, Берингов пролив, Америка. Да, вот. Еще Алексей Павлович Окладников, когда в 1949 году
издавал книгу «История Якутии», а потом в 1955 году она после некоторой редакции была переиздана как первый том истории Якутии. Ну, у него еще, у Алексея Павловича, докторская диссертация тоже так же называлась. История Якутии до присоединения ее к русскому государству. Доктором наук он на этих материалах стал. Вот. Все больше и больше данных говорит о том, что здесь могли, например, проживать племена Северной Европы. Вот, например, мы находим погребения на севере Якутии и даем их палеогенетику. Палеогенетики в этих погребениях, в костяке этих погребений находят европеоидные гены. Чем дальше на север, тем больше европеоидности. И, скорее всего, это были те, которые приходили туда, шли вдоль холодных арктических морей, а потом поворачивались на континент. Это вот Алексей Павлович такую идею выдвинул. Он сравнивал археологические артефакты со Швецией, Финляндией, с Карелией, с Мурманском, с Кольским полуостровом. И говорил, что они все идентичны. Наверняка они были когда-то связаны. Наверняка существовала какая-то магистраль, дорога, которая связывала народы Вены и народы Северной Европы, той же Норвегии, Финляндии, Швеции.